на других посмотреть и себя показать, и только с самой лучшей стороны. С такой задачей в Сыктывкар съехались акулы туристической сферы не только России, но и зарубежья. Впервые на Коми Экспо Тревел более 100 участников. В центре зала иностранные делегации из Венгрии, Сербии, Болгарии и даже Греции. В ходе дискуссии с русскими коллегами выясняется, сегодня туризм – одна из немногих сфер, в которой главным остается все-таки человек. И никакие проблемы большого мира, будь то политические или экономические, не мешают людям исследовать мир. Туризм как раз тот фактор, который объединяет людей. Единственное, что может помешать, это незнание языка. Но, тем не менее, туризм позволяет людям и общаться, и знакомиться ближе. Я очень люблю туризм, и поэтому я работаю в туризме. На форуме члены солнечной диаспоры узнают об одном из самых популярных способов путешествия по Коми – сельском туризме. Оказывается, в деревнях можно не только природой любоваться, но и укреплять свое здоровье. Где-то даже нетрадиционными методами – укусами пчел и даже пиявок. Такие идеи сельского экскурса, отмечают иностранные профессионалы, возможно, реализуют и за границей. В названии Коми Экспо Тревел самое главное слово все-таки последнее, значит оно путешествие. Интерактивные площадки, словно реактивный самолет, переносят гостей из одной части света в другую. Например, сейчас мы находимся в Кнешпогосском районе. Здесь туристы с удовольствием посещают музеи вот с такими инсталляциями. Когда-то эти чумы были частью быта Ижемского района. Несколько шагов, и мы в Греции. С ее главными достопримечательностями можно познакомиться с помощью вот таких ярких красочных фотографий. Еще шаг, и мы в Болгарии, в стране алых роз и белых лебедей. Представители делегации говорят, болгары и коми словно братья. Туристический поток из республики в эту страну с каждым годом только возрастает. Как оказалось, болгарские курорты особенно нравятся юным коми-туристам. Причем зачастую с собой дети привозят истории про быт и культуру родного народа, что очень нравится болгарским делегатам. Кстати, на этом форуме они принимают участие впервые. Организации остаются более чем довольны. Если честно, я даже не ожидала, что так интересны ваши обычаи, ваши традиции, что так многое вы сохранили, что таким интересным образом вы показываете это вашим гостям, что у вас такой богатый этнографический музей. Нам кажется, что очень удачно подобрано место, где проводится выставка, что участники, они знают, что хотят показать и о чем хотят рассказать. Среди участников представители и всех муниципалитетов республики, но больше всего внимание приковано гостям из Троицко-Печорска, ведь именно на территории их района находится самое популярное туристическое место в Коми – плато Мань-Пупунер. Каждый сезон к легендарным столбам выветривания поднимаются тысячи туристов из разных концов света. Это, конечно, уникальный продукт для России, для всего мира. Буквально за одни сутки человек из любой точки мира может оказаться у нас на плато Мань-Пупунер, насладиться видами и энергетикой и вернуться в этот же день домой. Например, вот так делают ребята из США, из Аргентины, из Австралии в этом году и со всей Европы. Туристам из Аргентины или Штатов, уверены представители Сыктывдинского района, наверняка придется по вкусу и коми-гастротур. Такой вид отдыха в нашем регионе появился недавно. Однако опробовать его успел уже не один десяток путешественников, в том числе из-за границы. В программе тура экскурсия по району и дегустация национальных блюд. Шаник, натурального меда, деревенского сыра и даже редкого варенья из рябины. Эти вкусности в качестве сувенира отдыхающие обязательно увозят с собой. Этот тур действительно пошел, потому что, во-первых, мы проводим трассовую экскурсию, рассказываем о наших поселениях и что там есть посмотреть и кто принимает гостей. Еще один не менее популярный туризм в Коми – геологический. Исследуя природу, путешественники особое внимание уделяют месторождениям нефти. Открытых источников черного золота в Коми несколько, но особо примечательна в этом плане Ухта – родина первой российской нефти. Столь необычные экскурсии – отличное подспорье для развития нашего туризма. Тем более интерес к республике, как утверждает министр культуры Сергей Емельянов, есть. И он из года в год растет. Об этом говорят сухие цифры статистики. Каждый год медленно, но уверенно, там плюс 1000 человек, но все больше и больше посещает людей республики Коми. Об итогах этого года пока говорить рано. Впрочем, специалисты уже пытаются строить прогнозы на будущий 2020 год. Ведь для столицы Коми он станет юбилейным. Сыктывкару исполнится 240 лет.
На именины уже приглашены представители Болгарии, Китая и Испании, а потому об увеличении туристического потока в разы можно смело говорить. Евгения Гладкевич, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.